Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире Якутия Лайф, эксперты о главном. В этой программе мы вместе с экспертами и лидерами мнений обсуждаем актуальные темы, которые волнуют жителей нашей республики. С вами Ирина Ефимова. О, спорт, ты жизнь, молодежь на лыжи, на коньки, да здравствуют физкультурники. Старшее поколение еще помнит задорные спортивные лозунги времен Советского Союза. Пусть времена изменились, однако спорт по-прежнему играет важную роль в жизни каждого. Ведь спорт – это залог здоровья, основа для крепкого иммунитета. При этом для профессиональных спортсменов это еще и амбиции и свершения. И пока кто-то достигает высот в командных видах спорта, другие познают тайны боевых искусств. В нашей республике, где ледяная зима сменяется жарким летом, где соседствуют разные культуры и национальности, многообразие доступных видов спорта впечатляет. Пока одни якутские атлеты побеждают на международных соревнованиях, другие показывают чудеса ловкости в национальных видах спорта. Так что же популярнее в Якутии? Тема нашей сегодняшней программы – будущее якутского спорта. Олимпийские или национальные виды? В прошлом году в республике приняли стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года. Планы грандиозные. Строительство новых спортивных объектов, создание спортивных секций. В рамках стратегии более 70% населения нашей республики планируется вовлечь в спортивные занятия. И особый акцент будет сделан на развитии детского спорта. С нами сегодня на связи заместитель министра спорта Республики Саха-Якутия Александр Бугаев. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, коротко о стратегии развития спорта и о том, как вы ее планируете реализовывать. Да, вот как уже было сказано, в прошлом году была принята федеральная стратегия развития физической культуры и спорта со сроком до 30 года. На основании данной стратегии мы в этом году, в феврале месяце, была принята, утверждена стратегия развития физической культуры и спорта в Республике Саха-Якутия на этот же период. Ну, здесь прописана вся наша основная работа, все наши планы, задачи, стратегии до 30 года. Это начиная от детского спорта и, конечно же, включая спорт высших достижений, развитие массового спорта, развитие национальных видов спорта. Также новое направление – это цифровая трансформация отрасли физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия. Ну и, конечно же, это развитие спортивной инфраструктуры. У нас, конечно, вот на Крайнем Севере без хороших спортивных залов, значит, плавательных бассейнов, это вот задача, поставленная президентом нашей страны, к 2024 году достичь 55% количества систематически занимающихся физической культурой и спортом, достичь будет очень трудно. При разработке стратегии, значит, были учтены предложения и значит, органов исполнительной власти из других министерств, ведомств имеется в виду. Конечно, это межведомственная, межотраслевая программа. Да, ну и, конечно же, здесь учитываются все целевые задачи, показатели федерального проекта «Спорт. Норма жизни». А в рамках этой стратегии какие-то еще целевые показатели есть, вот помимо того, что 70% нужно охватить? Ну, вот самый вот основной, вот вокруг этой цифры, да, за этими цифрами стоит очень огромная работа на самом деле. Это и включая, как уже сказал, это строительство спортивных объектов, это развитие массового спорта. Вот самый основной показатель это вот наше вот, количество физически занимающихся. А как развивается детский спорт? Вы сказали, что там упомянут детский спорт, но вот подробнее, что для этого делается в республике? Значит, ну, в нашей республике это основа, да, все начинается с детского спорта на самом деле. Это вот некая пирамида, начиная с детского спорта, это включая секции при школах, школьные спортивные секции, занятия в детских спортивных школах. Также это учреждения, занимающиеся спортивной подготовкой. Это спортивные школы Олимпийского резерва. И вплоть, значит, воспитанники, дети, занимающиеся в спортивных школах, они могут, значит, развиваться, вырасти до олимпийских вершин, до Олимпийских игр.
Значит, Мгм. у нас в республике по данным, значит, до 18 лет сегодня систематически занимается физкультурой и спортом. Это 64,5% наших детей. Спасибо, Александр Николаевич. А как обстоят дела с национальными видами спорта? Ведь Якутия ими гордится. Многие знают, многие и не знают, что в России из 4 признанных национальных видов спорта 3 это якутские. Масс-рестлинг, апсага и якутские прыжки. Вот насколько важно сохранять и развивать эти виды спорта, как сейчас с ними обстоят дела? Спасибо. Ну, я тут хотел бы начать с того, что президент нашей страны Владимир Ильич Путин в своих выступлениях на заседаниях Госсовета и президента Российской Федерации по развитию физкультуры и спорта не раз говорил о развитии национальных видов спорта, да. И вот я хочу процитировать его, вот в одном из последних его выступлений. И вот Владимир Ильич Путин сказал: нужно стремиться к тому, чтобы наши национальные виды спорта развивались и в олимпийских дисциплинах. И главное, чтобы о них знали в России, чтобы они развивались у нас именно массовые, общедоступные виды спорта. На сегодняшний день работает Международная федерация масс-рестлинга, которая включает в себя значит, более 50 стран мира, которые имеются и национальные федерации по развитию масс-рестлинга. Проводятся чемпионаты Европы, мира. И одна из наших главных задач – это развить, поднять якутский вид спорта масс-рестлинг до Олимпийских игр. Для этого есть все предпосылки. Спасибо, Александр Николаевич. До свидания. Спасибо, до свидания. Развитие республики невозможно без создания качественной спортивной инфраструктуры. Если у жителей даже самых отдаленных районов появится возможность заниматься спортом на любительском или профессиональном уровне, то положительный эффект будет ощущаться во всех сферах жизни. Якутия – суровый край. Для жизни здесь необходимо обладать мужеством и стойкостью. Неудивительно, что жители нашей республики так любят всевозможные единоборства. Борьба в Якутии была всегда популярна, и, как говорят многие спортивные исследователи, якуты предрасположены к такому виду спорта. Несмотря на увлечение национальными видами борьбы, наши спортсмены достигают успехов и на международных соревнованиях. Так, 3 якутских спортсмена в марте примут участие в Европейском олимпийском квалификационном турнире в Будапеште по спортивной борьбе, на котором будут разыграны олимпийские лицензии в Токио. Борются за победы также и в боксе. 10 медалей удалось завоевать нашим спортсменам на последних соревнованиях – первенстве Дальневосточного федерального округа среди юношей. К молодым боксерам из Якутии всегда было приковано внимание, и даже звезда мирового бокса Мэнни Пакьяо несколько лет назад передавал приветствие и напутствие нашим спортсменам. Чтобы узнать подробнее о буднях чемпионов, мы решили поговорить с одним из якутских тренеров, воспитавших плеяду молодых победителей. С нами на связи старший тренер спортивной школы Олимпийского резерва по боксу, мастер спорта России Василий Лисица. Здравствуйте. Здравствуйте. Василий Викторович, в прошлом году праздновали круглую дату – 60 лет якутскому боксу. Расскажите, пожалуйста, как сейчас развивается у нас бокс? Ну, бокс в республике развивается очень хорошо. У нас практически все районы нашей республики, практически в каждом районе есть тренер. И на первенствах республики по юношам, по юниорам практически все районы республики у нас представлены. К сожалению, в прошлом году у нас не проходили первенства, и в этом году у нас не смогли принять участие в соревнованиях спортсмены Мирнинского района. Остальные районы представлены полностью. Наши спортсмены ежегодно принимают участие на первенствах Дальневосточного федерального округа и на первенствах и чемпионатах России. Спасибо, Василий. Вот бокс – один из самых популярных видов спорта в мире, ну и в нашей республике в частности. Как вы думаете, с чем связана его популярность? С чем связано? Я думаю, что у нас это просто очень зрелищный и интересный вид спорта. Именно с этим я и связываю его популярность. А если уже говорить конкретно о республике, то я думаю, что это достаточно демократичный вид спорта, то есть в
в принципе, не нужна какая-то там дорогостоящая экипировка, как, например, может быть, в хоккее, да, или в других видах спорта. То есть, в принципе, что нужно для бокса? Это перчатки и 2 человека. Ну и тренер, конечно же. Ну и я думаю, что особенно у мужчин и у детей, у подростков всегда есть желание узнать, кто сильнее, и выясняет отношения с помощью такого вида спорта, как бокс. Он очень помогает, поэтому, наверное, у нас в республике он очень популярен. Плюс у нас такие холодные зимы, и особо не погуляешь, то есть уличными видами какими-то там, например, стритболом, еще чем-то не заняться, поэтому приходят в залы и занимаются борьбой и боксом. Спасибо, с мальчиками все понятно. А вот есть же еще и женский бокс. Девочки Да, тоже. есть еще и женский бокс, да. Ну и как вы считаете, для Ну, женщин этот спорт подходит? как вы знаете, сейчас в программу Олимпийских игр включен такой наш вид спорта, бокс, и женская программа. Я смотрю на соревнования среди девушек, видно, что заметно, там, ну, буквально, если 10, даже не 10, сейчас я вспомню, если, ну, 15 лет назад еще девушек в зале практически не было, или там приходила одна-две девушки, ну, на них так все поглядывали, что типа, что она здесь забыла, то сегодня у нас уже полноценные группы есть, где занимаются девушки вместе с парнями, достигают каких-то результатов. В этом году 2 девушки из сборной республики заняли призовые места на первенстве России среди юниорок. Это среди девушек 16, 17-18 лет. И я думаю, что это, ну, неплохое достижение для нашей республики в этом году. Ну и плюс у нас хорошая школа, у нас есть Оксана Васильева, это заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по боксу, неоднократная чемпионка мира по кикбоксингу. Поэтому я отношусь к этому только, ну, как к виду спорта. Есть, например, там женские какие-то в легкой атлетике, там женские забеги, есть мужские. Ничего, ничего плохого в этом я не вижу. То есть бокс – это всестороннее развитие, и если грамотно подходить к тренировочному процессу и следить за своим здоровьем, то я думаю, это не более опасно, чем другие виды спорта. Спасибо. Ну вот как раз про тренировочный процесс. Следующий вопрос. Потому что в последний месяц мы слышали, что якутские спортсмены одержали много побед. Как вы готовите к соревнованиям наших чемпионов? Ну, в принципе, у нас вся подготовка проходит на местах с личными тренерами. Э, и происходит отбор команды на первенстве республики. Уже после первенства республики, когда команда сформирована, мы вносим какие-то, ну, небольшие коррективы в тренировочный процесс и едем уже на первенство Дальневосточного федерального округа или на какие-то общества. Например, у нас в прошлом месяце помимо Дальнего Востока проходили соревнования. Это первенство России среди добровольного физкультурного общества «Динамо», куда съехались все юные динамовцы всей России в Нальчик и выясняли, кто из них сможет завоевать право на участие в финале первенства России. 2 наших спортсменов заняли первые места и тем самым завоевали путевки на финал первенства России, который пройдет в Анапе с 10 по 18 апреля этого года. Очень круто. А как повлияли на тренировки карантин, изоляция? Ну, очень сильно, конечно, повлияли, так как у наших спортсменов не было возможности тренироваться. Залы открыли, э, если я не ошибаюсь, в конце ноября у нас «Триумф» открыт был. Училище Олимпийского резерва тоже заселение ребят произошло только в январе. То есть мы начали тренироваться гораздо позже, чем многие спортсмены остальной России. То есть во многих регионах уже ограничения были сняты, тренировки проходили. Плюс, опять же,
климатические условия не позволяют нам проводить тренировочные мероприятия на улице. То есть если где-то в других регионах более мягкий климат зимы, то есть можно тренироваться, то у нас это, конечно же, обязательно нужен зал. Но мы, так скажем, с тренерами была разработана методика, мы там внедряли различные методики, то есть, ну, старались точнее, работали над тактической подготовкой, есть различные э, программы, которые развивают периферическое зрение, ну, вообще мыслительные процессы, нейрогимнастикой занимались со спортсменами. Конечно, это нельзя сказать, что это полностью как-то, да, ну, то есть нас заменило нам стандартные тренировки, но несли, так скажем, небольшое разнообразие в свой тренировочный процесс. Кто-то из ребят отдохнул, возможно, и с новыми силами теперь будет заниматься. Поэтому вот так. Ну, Спасибо. как Ну, в общем, говорится, мы к счастью, отталкиваемся от ситуации. к счастью, на результаты это не повлияло, все равно спортсмены добились впечатляющих успехов. Вот боксер Назар Андреев недавно победил на молодежном первенстве Москвы. Что ему даст эта победа? Победа на первенстве Москвы дает Назару право участия на первенстве России среди молодежи, которое пройдет с 22 апреля по 2 мая в городе Серпухов, а также дает ему путевку на участие в финале спартакиады учащихся России, в финале спартакиады молодежи России, которая пройдет в Казани Ну что ж, пожелаем ему летом удачи. этого года. Пожелаем ему в этом удачи и другим вашим подопечным удачи. Спасибо огромное. Спасибо большое, что согласились ответить на наши вопросы. До свидания. Да, без проблем. Спасибо вам. До свидания. Не отстает в популярности бокса и другой вид боевых искусств. В начале апреля в Якутии пройдет чемпионат России по кикбоксингу. Мы решили обсудить подготовку к предстоящему чемпионату с главным тренером сборной Якутии по кикбоксингу, заслуженным тренером республики Андреем Алексеевым и профессиональным кикбоксером Михаилом Ивановым. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Андрей Васильевич, расскажите, пожалуйста, в чем секрет подготовки чемпиона к соревнованиям? Существуют ли какие-то уникальные у нас якутские тренировки и спортивные практики? Ну, в данном виде спорта, кикбоксинге, есть у нас своя школа якутского кикбоксинга, которая вот с самого начала 90-х годов у нас в республике развивается. А кто главные конкуренты для якутских спортсменов на чемпионате? Участвует ведь более 39 регионов. Все регионы достойные конкуренты, все регионы России, где развивается боксинг. В каждом регионе есть сильные спортсмены, вот, так что одного региона выделить не могу. Понятно, очень дипломатичный ответ. А чем важны эти соревнования для республики, на ваш взгляд? То, что данный чемпионат проводится у нас впервые в истории, это уже говорит о том, что для нас он очень важен, историческое событие, можно сказать, и мы готовимся к этому соответственно. Я знаю, что многие якутские кикбоксеры занимаются также там боксом, другими видами спорта, а вот национальными видами спорта они занимаются? Есть такие кикбоксеры, которые на досуге занимаются национальными видами спорта? Можно сказать, все наши ребята с сельской местности, сулусов, все с детства занимаются борьбой хапсагай, национальным нашим видом спорта, национальными прыжками, перетягиванием палки, масс-рестлингом. Поэтому национальные виды спорта для нас как основа, она у нас в крови, можно сказать. И для того, чтобы достигать вершин в кикбоксинге, они очень нужны, можно сказать. Все, спасибо, Андрей, до свидания. Желаем нашим спортсменам удачи на чемпионате. Спасибо, до свидания.
Михаил, расскажите, как вы себя ощущаете перед чемпионатом, как готовитесь, как справляетесь с волнением? Приветствую вас. Спасибо, что пригласили меня в ваш эфир. Мои ощущения перед первым в истории якутского кикбоксинга домашним чемпионатом России, безусловно, это гордость, это честь для меня, что на нашу долю выпала такая возможность выступить, побоксировать на таком грандиозном событии. Михаил, расскажите, как вы себя ощущаете перед чемпионатом, как готовитесь, как справляетесь с волнением? Чувствую себя довольно комфортно, все хорошо. Тренировки, подготовки, все проходит своим чередом. Остались крайние 2 недели, то есть уже заканчиваем и уже начинается чемпионат России. С волнением, думаю, волнение есть у каждого спортсмена, это считаю нормой, но волнения тоже бывают разные. К примеру, справляться с волнением у меня выходит так, то что когда я прохожу полную подготовку к большим соревнованиям, стартам, ты уже знаешь, что ты все сделал, что ты дал полностью себя этому делу, все, что от тебя требовалось. А когда ты много филонишь, где-то гуляешь, прогуливаешь, спишь, то, безусловно, ты уже начинаешь надеяться на волю случая, на удачу. То есть такого не должно быть. Профессиональные спортсмены должны готовиться к большим стартам уже изначально, то есть не за месяц, не за неделю, не за 2 месяца. Это уже должно быть каждый процесс тренировки, это уже соревнование, как говорит наш тренер Алексеев Андрей Васильевич. А планируете ли вы чем-то удивить зрителей? Мы нашу подготовку уже начали уже еще осенью, еще летом. Мы уже знали, что у нас будет проводиться этот чемпионат России. Поэтому мы все это время уже начинали подготовку. Наш тренер нам выставил определенный график, план тренировочный, по которому плану мы готовились, то есть проходили через каждый этап. И все эти этапы подготавливали тебя вот к чемпионату России, и тем самым вот уже осталось 2 недели, и ты знаешь, что ты прошел через все это, что осталось уже дело за малым, то есть это вот уже выйти на ринг и отбоксировать. Зрителям я бы посоветовал просто прийти на чемпионат России в ЦСП «Триумф», это поддержать нас, зарядить нас энергией, создать атмосферу. Удивить, я думаю, там вас не только я смогу, а все мои товарищи по команде, нам всем есть что показать. Думаю, просто вам нужно прийти и увидеть. Спасибо. А скажите, участвуют ли якутские кикбоксеры в национальных якутских играх? Может, вы занимаетесь на досуге какими-то национальными видами спорта? Из моих знакомых, друзей, из якутских кикбоксеров, вот наш капитан команды Филиппов Виталий, он профессионально не занимается национальными видами спорта, но наши тренировки это много бегаем, много прыгаем, то есть, где-то что-то похожее у нас много есть, физическая подготовка, у нас тоже, много этому времени уделяем. И вот Филиппов Виталий где-то выступал на районных нюрбинских национальных играх, выигрывал. На досуге кто занимается, как я уже сказал, наши тренировки похожи, мы где-то даже, может, перенимаем из национальных видов спорта какие-то упражнения, там какие-то фишки, что-то все равно смотрим, следим за этим, нам это тоже очень нравится. Если честно, в дальнейшем будущем я бы и сам хотел попробовать начинать с маленького, конечно же, на каких-то маленьких играх где-то там выступить, попробовать. Я думаю, мог бы себя показать. Думаю, не только я, многие якутские кикбоксеры могут себя показать на национальных играх. И думаю, это будет много ребят у нас, кто не только я, в целом по команде есть ребята еще, которые
хотят попробовать себя, мечтают тоже на национальных видах спорта. Думаю, это очень интересно. И, ну, время покажет, думаю, это будет обязательно. Спасибо. Все, спасибо вам еще раз большое за очень интересные вопросы. Рад был на них ответить. Все, до свидания. Мы желаем успехов нашим спортсменам в предстоящих соревнованиях и побольше золотых медалей. На территории Якутии проживает много народов, и каждый из них оставил свой след не только в культуре республики. Этническое многообразие подарило Якутии огромное количество уникальных видов спорта, а также различные колоритные спортивные игры со своей богатой историей и традициями. Так, к примеру, игры Дыгына, которые очень любят наши зрители, испытывают спортсменов в разных дисциплинах и категориях. Стрельба из лука, национальная борьба, только самые смелые, проворные и сильные завоевывают титул победителя. В прошлом году якутский масс-рестлинг стал самым популярным национальным видом спорта в России. Практически 13 тысяч человек занимаются им профессионально. Чтобы узнать об особенностях масс-рестлинга, мы решили поговорить с трехкратным чемпионом России, мастером спорта России международного класса, якутским спортсменом Павлом Черноградским. Здравствуйте, Павел. А почему вы решили заняться именно масс-рестлингом? Спасибо за вопрос. Почему я решил заняться именно этим видом спорта, как масс-рестлинг? Когда я первый раз пришел в спортивный зал Мадун, я увидел этот интересный вид спорта, как масс-рестлинг. На тот момент я даже не думал, что я достигну таких результатов в этом виде спорта, в котором я дошел до международного мастера спорта России. И первые года, когда я занимался этим видом спорта, я уже достигал каких-то результатов. Мне это очень понравилось, и я совершенствовался каждым годом. Павел, а как вы готовитесь к турнирам? Ну, как все спортсмены, я готовлюсь к турнирам с хорошей тренировкой, с хорошим сном и с позитивным настроением. Соблюдая диету, если скидываю вес. И, ну, как сказать, и всегда жажду победы к любым соревнованиям. С чем бы это, если было бы связано, всегда думаю о победе. Спасибо. А как вы думаете, с чем связана популярность этого вида спорта не только в Якутии, но и в западных странах? Популярность масс-рестлинга в других странах, когда идет азарт и эмоции вываливаются при соревнованиях, это со стороны выглядит очень интересно и притягивает людей. Особенно это касается и западных стран, такие как Соединенные Штаты Америки, Новая Зеландия, Бразилия и Австралия. А в каких странах самые интересные соперники? Я бы сказал, самые интересные соперники это с Америки, из Новой Зеландии, с Бразилии. Есть соперники из Европы, как с Польши, с Венгрии, очень много соперников. Также из стран СНГ, это Армения, Узбекистан, Грузия, Украина и Казахстан, Киргизия. Они как соперники очень интересные, и за ними наблюдать очень хорошо. Вот даже приятно вот смотреть, как они выходят на помост, как они соревнуются между другими странами. И
эмоции их, вот как смотреть со стороны, когда вот смотришь, они очень интересные. Так, Спасибо большое, Павел, удачи вам. всем спасибо за вопросы. Любите спорт и всем удачи. В 2018 году в Якутии прошел чемпионат мира по масс-рестлингу. Тогда в Якутию съехались команды со всех уголков планеты. И сегодня мы решили поговорить с одним из участников чемпионата мира 2018 года, членом сборной Финляндии по масс-рестлингу Юха Весей Янти. Hello, Юха. Hello. Tell us, please, how Скажите, did you как вы find узнали out про about масс-рестлинг и mass-wrestling почему and решили им why заниматься? did you decide to do this sport? В 2014 году я побывал в Якутии с национальной командой Финляндии. В первый раз близко познакомился с этим видом спорта и подумал, что это очень интересно. В чем для вас главные плюсы этого вида спорта в сравнении с другими? Я даже не знаю, если честно. Я уже не в супермолодом возрасте, чтобы выбирать различные спортивные занятия. Почему же масс-рестлинг? Мне кажется, это был осознанный выбор с моей стороны, ведь я немного разбираюсь в технических тонкостях большинства спортивных занятий. Масс-рестлинг меня заинтересовал. Он кажется простым, но ведь это довольно тяжелый вид спорта. Популярен ли масс-рестлинг в Финляндии? Не так популярен, как хотелось бы, но я регулярно провожу тренировочные сборы для всех желающих. Сейчас у нас около 50 человек профессионально занимается этим видом спорта. Но мы стараемся расти, и мы постоянно проводим выставочные занятия, чтобы привлечь новых спортсменов и сделать этот спорт популярным, как и другие в Финляндии. А вы знали, что это национальный спорт Якутии, когда начали им заниматься? Да, ну конечно, я это уже знал. Я знаю, что это национальный вид спорта в Якутии. Когда мы получали первые приглашения на чемпионат мира, я уже был в курсе, что это не просто вид борьбы, а национальный спорт родом из Якутии. Но уже тогда масс-рестлинг был мировым спортом. Порядка 15 международных федераций масс-рестлинга были на тот момент. Понятно, что для вас он остается национальным, но одновременно с этим он стал всемирным видом спорта. Это определенно очень здорово и интересно. Мы знаем, что вы принимали участие в чемпионате мира, что проходил в Якутии в 2018 году. Расскажите о своем опыте соревнований в Якутии. Да, для меня это уже был третий приезд в Якутию. Итак, сначала 2014 год, потом я был у вас летом 2016 года. Не помню, как называются те игры, но я был на них. Ну и как вы спросили, был на чемпионате мира в Якутии в 2018 году. Это был очень хороший опыт. Мне нравится, как уже все знают, сама Якутия. Я очень люблю самих якутов, очень хорошие люди. И сам уровень спорта тут на высоте именно тот, что мы ожидали. А так это здорово как раз для опыта. И мы получили достаточно хорошие результаты. Провели интересные спарринги с другими спортсменами. Наша команда состояла из 4 человек, и каждый в разной весовой категории. Я наблюдал, как проходили соревнования у девушек из моей команды. Им удалось одержать победы над другими спортсменами и завоевать бронзовые медали. Я же занял 10-е место в своей категории, но для меня это хороший результат, как и для всех нас. В общем зачете мы заняли 4-е место среди всех остальных стран-участниц. Это, конечно, супер достижение. Спасибо, Юха. Рада слышать, что вам так нравится Якутия. А как вам климат? Похож ли он на финский? No, it's a little bit same in Finland. We have not so cold, but even this year in Finland we have -28.
Да, конечно, сходство есть. У нас, правда, не так холодно, как в Якутии, но в этом году в Финляндии было минус 28, а сейчас в Финляндии наступает весна. Правда, по утрам все еще минус, но где-то через 2-3 недели придет настоящая весенняя погода. Так что хоть в Якутии холоднее, но климат понравился и показался похожим. В общем, мне все нравится. И знаете, я уже решил, когда закончится вся эта история с ковидом и наконец откроют границы, я приеду в Санкт-Петербург, сяду на поезд и поеду до Якутии. Это для меня настоящая мечта. Я себе уже пообещал и настроился на это путешествие. Как только будет можно, сразу поеду. В Якутии у меня осталось много друзей, я по ним очень скучаю и жду встречи. In Yakut, and when really it is over, this COVID, I do it this because I have many friends already in Yakut and I miss very much. Будем рады вас видеть. Скажите, помогают ли занятия по масс-рестлингу лучше справляться с низкими температурами? I don't know, this may help me, but help me, of course, I have like a training hall in Finland. Не знаю, но мне кажется, что определенно помогает. У меня есть тренажерный зал тут, в Финляндии. Моя команда специально построила его для занятий масс-рестлингом. И я занимаюсь ежедневно, и зимой, конечно, тоже. Это помогает мне ментально. Знаете, у нас тут очень темно зимой, и такие занятия мне очень помогали морально справиться со всем, и с темнотой, и с изоляцией. Масс-рестлинг спасает от грустных дней. Thank you very much, Юха. Okay, thank you very much. Thank you. Большое спасибо, берегите себя и будьте здоровы. И всем большой привет, обещаю приехать в гости, когда откроют границы. Пока-пока. You're welcome. Спасибо большое вам, Юха. Bye. До свидания. Bye. Масс-рестлинг, безусловно, это культурный и спортивный феномен Якутии, интересом которого прониклись далеко за ее пределами. Популярность этого вида спорта позволяет многим людям из разных стран лучше узнавать нашу республику. Национальные или олимпийские виды спорта в современном мире границы между ними стираются. Атлеты, добившиеся успехов в одной области, пробуют и достигают высот в другой. Несмотря на различия, любой вид спорта дарит незабываемые эмоции, адреналин, уверенность в себе и своих силах. А главное – это энтузиазм и стремление к победе. А их у якутских спортсменов хоть отбавляй. С вами была программа «Якутия Лайф. Эксперты о главном» и я, ее ведущая Ирина Ефимова. До встречи в новых выпусках.